заря раннего и чистого утра дарит покой благодатной природы, как птицы слагают сонеты и оды о звездном небе и полете, как лучи солнца согревают своим теплом землю, а ангел добра укрывает крылом людей от всех бед, так и детям хочется петь песни о самом главном человеке – своей маме. Давно ли песни ты мне пела, над колыбелью наклонясь, но время птицы пролетело, и в детство нить оборвалась. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари. Яна Угарова, известный в республике и за ее пределами журналист. Сегодня она возглавляет главный глянцевый журнал Якутии «Журфикс», так полюбившийся жителям республики. Яна – разносторонняя личность, человек со способностями и интересами из многих сфер деятельности. Поет, пишет романсы, дает музыкальные концерты, ведет свой интернет-канал. Благодаря своей профессиональной деятельности и расширенному взгляду на мир, Яна имеет свое четкое мировоззрение, при этом всегда рассматривает проблемы и возможности под разными углами. Кроме этого, Яна прекрасная мама и замечательная дочь. Я не думала, что она будет журналистом, она думала, что музыкантом. Все время пела, плясала в школе, в детсаде тоже. Потом один раз она написала сочинение «Мое отношение к березе». Это в 2 или 3 классе. Ой, березу она очень даже полюбила, эту березу. Когда вот идет лес, все время одни сосны у нас, да, а внутри одна береза. И любовалась этой березой. А потом это на следующий год пошла, а береза плакала. Вот когда режут, да, березу, а там течет, сок течет. И вот она об этом очень так, даже я вообще не знала, что она так пишет. Мама, будучи журналистом, проникшись красивыми образами и сравнениями в сочинении дочери, сразу почувствовала, что в ней есть задатки к писательству. Поэтому, когда подвернулся случай, мама к этому уже была готова и применила материнскую хитрость, впоследствии сыгравшую главную роль в выборе профессии. Как получилась моя первая публикация, она сказала, что «выручи нас, пожалуйста, у нас тут слетела одна заметка, а день учителя приближается, давай ты напишешь про учителя». Вот напиши как сочинение, да? Вот. Естественно, мне хотелось выручить маму и ее коллег. Я написала сочинение про свою любимую учительницу русского языка и литературы. И вот когда мама принесла вот эту вот газету, заметка, и там написано «Я Угарова», все, вообще это как бы сердце мое ёкнуло. Это было ужасно приятно. Вот. И в следующие разы я уже выполняла ее вот эти вот поручения, просьбы легко. То есть, потому что мне хотелось увидеть свое имя в газете. Это хитрость, наверное. Вот так потихоньку, вот мама как-то так незаметно приобщила меня к этому. И я думаю, что в классе 7-8 у меня было много публикаций, и я примерно уже представляла, что, скорее всего, я буду журналистом. Детство, как говорит сама героиня, прошло в райском уголке. Так она называет микрорайон Мерзлотка, где прошли все ее юные годы. Папа Яны, Иннокентий Спиридонович Угаров, ученый-мерзлотовед, старший научный сотрудник Института мерзлотоведения. А вот мы в этом своем мирке, это своего рода академгородок, да, где дети интеллигентных родителей, да, такие, которые никогда не слышали плохих слов, такие, да. Вот кем бы мы выросли? А поскольку школа наша была на Гемиине, 25-я школа наша любимая, а Гемиин такая специфическая, скажем, площадка, да, чем-то смахивающая на 17-й квартал, да, контингент очень разнообразный, мягко говоря, да. Благодаря вот этому смешению, в общем-то, мы получили представление о том, что существует другая жизнь, да, и мы в этом выросли
Естественно, были свои проблемы, то есть какие-то свои притирки, там что-то еще. Но это уроки жизни. Вот. Если бы я вот все время в этом благополучии, которое было на мерзлотке, да, это был бы на самом деле минус. Такая суровая обстановка помогла Яне выработать в ней бойцовские качества. Касалось это не только школьной жизни. Пригодились они и вне стен школы, когда маленькой девочке захотелось проявить себя в музыке. Ну, вообще тогда клубное движение было довольно распространено, и в каждом районе города был клуб культуры и отдыха. Вот. И там был музыкальный руководитель, такой, не помню, как его зовут, такой лысый дядечка. Вот. И по дороге из школы, значит, нас было 5 подружек. И кто-то, значит, мама чья-то, по-моему, 2 мамы даже, привели нас к этому дядечке, музыкальному руководителю, чтобы он проверил наши музыкальные способности. Вот. Значит, ну, там на слух, на ритм, на голос проверяли, что-то еще там, да. Вот. И 4 моим подружкам сказали: о, хорошие девочки, у них хорошие способности, да, им прямо прямая дорога в музыкальную школу, а вот эта бедная, прямо Бог обидел, да, этот медведь на ухо наступил очень сильно, да, вот, и типа вот ей лучше не заниматься. Не время тратить, не деньги родителей, потому что это просто такой тяжелый случай, что вы просто вот вообще вот, все пропало. И я вот эту историю рассказываю как пример вот веры родителей в своего ребенка. Потому что, несмотря на вот все это, они потратили огромные деньги, как я сейчас понимаю, да, больше, чем зарплаты их обоих, да, и купили мне пианино. И однажды я прихожу домой, и оно стоит. Это было вообще, это было чудо света. Потому что, естественно, конечно, я очень расстроилась, когда мне сказали: вот ты бездарная, да? Вот прямо ты бездарная. Я шла, девчонки радовались, мы шли вот эти вот больше километра домой, они такие радостные, да, в музыкалку поступать, да? А я такая шла и про себя плакала, не, вот, ну, чтобы никто не видел, но это... А пришла домой и просто в подушка была вся в слезах. Вот. Я думаю, что они это заметили. Вот, и все-таки решили, что это, несмотря ни на что, меня надо учить музыке. Естественно, музыкальную школу меня не брали, у меня действительно не было способностей. А у нас на мерзлотке нам очень повезло, жила очень хороший преподаватель музыки Лариса Ефимовна Мельяненко, да? И мама, вот, короче, договорилась, чтобы она давала мне частные уроки. И 1 год мне давали частные уроки, я не поступила. 2-й год мне давали частные уроки, я не поступила. 3-й год мне давали частные уроки. И, наконец, в музыкальной школе при музыкальном училище, послушав, как я играю, они сказали: ну, это вообще феноменально, что так частным образом так научиться играть. И вот после этого у нее ей лучше стало. Вот поэтому... Мы победили. Я хочу сейчас, вот, пользуясь случаем, сказать еще раз спасибо, потому что я им уже говорила, потому что я считаю, что это был родительский подвиг. И вообще вот всем родителям урок, да, что не зарывайте способности ребенка, не верьте никому. Ваш ребенок самый лучший, самый талантливый. Вот то, как вот родители поверили. И, собственно говоря, вот из этой нашей 5 подруг, мне кажется, я одна закончила музыкальную школу и до сих пор занимаюсь, имею отношение к музыке. Хочу сказать, что здорово, что у нас есть филармония, да? И вот концерты филармонии, они, конечно, очень поднимают вот настроение. То есть, если плохое настроение, ребята, слушайте музыку. Благодаря тому, что у меня есть друзья-музыканты, время от времени я даю концерты Яны Угаровой и друзья. То есть я там больше веду, немножко пою и выступаю вот со своими... Это абсолютно живые концерты. И я хочу сказать, что это моя отдушина. Это мне приносит столько удовольствия, да, что вот несмотря на всю свою загруженность, вот такое, я нахожу время и с удовольствием. Вот репетиции, вот этот процесс, он доставляет мне просто наслаждение. Потому что это творчество, ты творишь. Очень талантливые ребята, да, и вам очень нравится процесс, вы хотите получить хороший результат, мы вместе хотим доставить удовольствие нашим зрителям, слушателям, да, и вот этого ничто не заменит.
с детства тоже помогала за кулисами у мамы на концертах, да. Даже выступала со мной, мы пели песню «Лесной олень» на моем концерте в Театре оперы и балета в 2009 году. Полечка тогда в школе была? Да, я училась тогда в школе. Это тоже был, наверное, мой такой первый опыт. выход. Да, это точно на такую большую сцену еще выйти, да. Еще живой олень был в нашем номере. Музыку я очень люблю, да, то есть музыка — это всегда настроение, это всегда атмосфера. У меня и мама поет, и бабушка у нас, да, тоже на всех наших, наверное, больших мероприятиях, да, это очень здорово. И когда ты растешь вот в такой вот семье творческой, да, просто невозможно не любить вот эти вот, наверное, направления в искусстве, да, особенно музыку. Девочке с необычным и редким именем Аполлинария действительно повезло родиться в семье, где царит атмосфера творчества и всегда звучит красивая музыка. Однако ни у Поли, ни у ее мамы в свое время не все шло ровно и гладко. Каждая из них прочувствовала на себе подвохи подросткового периода. Я была ужасным подростком, вообще, вот, признаюсь сейчас абсолютно. И у меня такая, в то время я очень любила спорить, и у меня были очень своеобразные, неровные отношения и с одноклассниками, и с некоторыми учителями. В моем детстве у меня тоже был подростковый возраст. У нас тоже были такие, наверное, отношения, не сказать, что прям самые дружеские, да, с мамой, да, ну, как бы, что ж поделаешь, так бывает, да. А когда я была где-то в классе 10, я стала президентом школы, и тогда вот стали прям очень большие проблемы у меня, да, то есть как бы это большая ответственность, да, то есть с ребенка спрашивали того, чего, наверное, даже не спрашивают со взрослого человека, да, и мне было очень тяжело. И именно в этот момент, наверное, мы с мамой так сильно сблизились. Мама как-то так вот плавно меня направляла, именно тогда у нас появились вот эти вот чаи мы начали гонять, да, по вечерам, до сих пор иногда гоняем. В те периоды, когда мы разговаривали, собственно, что двигало мною, да, и в чем я вижу какую-то свою миссию, видела, поддерживать ее в том, что она решила. То есть, допустим, когда она вот решила, что она будет президентом школы, ну, молодец, вот. И когда, уже поступив в университет, она решила участвовать в конкурсе «Мисс Виртуальная Якутия», но я просто понимала, что если сейчас ее не поддержать, потом она уже не будет хотеть. Это тоже очень важно вот родителям понимать, да, не переубеждайте, не вот всему свое время. Вот она захотела сейчас, и надо ее поддержать. В данном случае, да, благодарность моим подругам, которые очень хорошо меня направили, сказали, конечно, если Поляшка захотела, давайте прямо будем ее поддерживать, да. Это была командная работа, потому что всем хотелось поддержать ребенка вот в ее решении самоутвердиться. И я считаю, что вот этот конкурс был для всех, для нас очень таким в этом тоже таким поучительным. Результатом стало то, что я попала в финал, да, и даже смогла ну, как бы представлять себя, наверное, на сцене, да, и для меня это было тоже таким очень интересным опытом. Каждый раз, когда вот жизнь тебя в какие-то обстоятельства бросает новые, да, ты все равно узнаешь что-то новое, да, простраиваются, возможно, какие-то новые нейронные связи, да, и ты становишься какой-то лучшей версией себя. Очень интересно все это. Жизнь становится таким образом ярче. Благодаря поддержке мамы Поля выросла самостоятельной и самодостаточной личностью. Сегодня ею гордится вся большая семья, ведь она, как и ее мама, такая же разносторонняя и креативная. Примером тому служит от и до созданный ею короткометражный фильм, завоевавший гран-при на одном из престижных конкурсов по кинематографии.
2011 году задумала снять свой первый фильм короткометражный, да. Вот тогда я просто, наверное, стала рассказывать об этой идее всем, но почему-то маме рассказала об этом просто в последнюю очередь, да. Вот. И на что мне мама сказала очень хорошую фразу. Она сказала: давай ты все сделаешь сама, иначе это будет мой фильм. И я такая: да, типа, действительно, так оно и есть. Вот это вот тот был момент, да, когда ты полностью от начала до конца, да, берешь на себя ответственность. Если все-таки конкурс, он был, то есть там помогала команда, действительно, было очень много людей, да, и без них ничего бы и не получилось, то тут у меня задача стояла такая: так, мне нужно там идею, да, все самой сделать, везде самой договариваться, со всеми самой встречаться от начала до конца. Действительно, это был тот проект, да, который я сделала вот прям от идеи до реализации. Этот опыт очень помог Поле в дальнейших ее проектах. Сегодня мать и дочь часто практикуют совместную деятельность. И сейчас я хочу сказать, вот почти год мы делали совместный проект. Это авторский YouTube-канал «Я Угарова», вот, в котором Полина выступает режиссером монтажа, оператором, она и звукорежиссер там, вот, и самый главный первый критик, да, вот, и просто то, что она там делает, это, ну, я считаю, что это человек-оркестр, да, она умеет то, ну, как бы, что не только я не умею, я думаю, что вот чтобы один человек умел это все, еще вот она пишет вот все эти титры, да, там, в общем, делает подводку, я могу вообще абсолютно за этим не следить, потому что я уверена, что она все сделает прекрасно, вот. И вот эта ее многостаночность, да, потом в журнале «Журфикс» она является дизайнером основных проектов, таких как «Преображение», обложки, всех остальных, да. Это, ну, это вообще в моей голове не укладывается, как это все можно уметь и делать это очень хорошо, качественно. Мама — это больше как наставник, да, то есть я, допустим, еще вот с детства, да, ну вот как мама уже сказала, да, что все равно 90-е — это такое время, когда ты работаешь, да. Было тяжело. Я вот сейчас вот это вот понимаю, да, тогда, конечно же, когда ты маленький ребенок, тебе все кажется, что типа детство, как здорово, там и так далее. 90-е на самом деле было действительно сложное время для родителей, да, того времени. Вот. Не с кем ребенка оставить там и так далее, поэтому с 5 лет уже одна как бы сижу дома, одна засыпаю. И когда вот время с мамой было, да, всегда вот хотелось получить что-то вот прямо очень ценное от этого времяпрепровождения, да. И получается то, что, наверное, сейчас в моей памяти очень много вот таких каких-то ценных наставлений, да, каких-то ценных слов, да, которые просто всплывают в памяти, да, в какие-то определенные моменты и очень сильно помогают. Вот. И сейчас, да, конечно же, с мамой у меня гораздо больше времени, да, и пообщаться там, и как бы что-то обсудить, каким-то интересным там выводом прийти, да, и мне вот кажется, мало кто может похвастаться такими отношениями теплыми, да, такими крепкими отношениями с родителями, да,
А мне в этом плане очень сильно повезло. Время, проведенное с мамой, да, оно должно цениться очень высоко. Мама – это самый главный человек в Палладе. Тебя родила, тебя воспитывала. Все силы, все то, что она умеет, дает мама. От мамы, например, мне кажется, я приняла то, что она такая работящая. Ой, днем и ночью я работала. И когда она успевала, всех нас одевала, обувала, все она умела. И очень здорово готовила еду. Так что моя мама пример всем. Всем пример. И столько она сил отдала, чтобы мы были людьми хорошими, работящими. Вот поэтому они тоже думают, что я работаю. Хорошо так Вот. сказала. Вот то, что мои девочки тоже вот уже знатные люди, я очень люблю их и горжусь ими. Внучка-то даже ночью не спит. Работает. Работает. Вот. А Яна-то, я знаю, у нее может день ночью может быть, ночь днем. Она сама рассказывает, ночью лучше работает. Так что мне кажется, все мамы самые-самые дорогие люди Для своих детей. для своих детей. Так что все любите свою маму. Точно. Вот так. Просто, допустим, я с детства видела, как работают мои родители. Очень важно, они любили свое дело, каждый, да. Вот они очень были верны своей работе, вот. И то, как они относились к людям, да, то есть там не было какой-то злости, чего-то, да, недовольства. Они были довольны тем, что имели, да, и ценили то, что имели. И вот, собственно говоря, вот это, я считаю, перешло ко мне, и здорово, если это перешло к моей дочери. Я взрослый человек, такой уважаемый, авторитетный, да, а вот когда я с мамой, когда я с родителями, я чувствую себя маленькой девочкой, дочкой, да, о которой заботятся, которую вот оберегают, да. Просто когда я уезжаю, а уезжаю я часто, я знаю, что мама кормит духов, да, и чтобы дорога моя была хорошая, да. Я это знаю, и какое-то вот такое внутреннее спокойствие у меня на душе. Кто, как не мама, беспокоится о своем ребенке больше всего, даже если он уже вырос и имеет свою семью. Мама переживает за дитя особенно остро тогда, когда сама познала определенные трудности. Детство Варвары Николаевны пришлось на военные годы. У меня детство во время войны же было. Так что я с пеленки, наверное, пошла на работу типа. Бабушкой только оставалась все время. Мама бедная во время войны, да, самые тяжелые мужские работы она выполняла. Возила это сено, и все такие трудные работы. Ее не видела никогда, потому что рано утром встала и вот за сеном выезжала, да. А потом вечером, когда я-то рано сплю тоже, не видела. Но только иногда, когда вот бывало полдня или что. Вот когда полдня она отдыхает, да, все с деревни приходили к ней. У нас только была швейная машина. Она шила, очень здорово шила. Потом, когда вот, всю жизнь работала, когда вот на пенсию ушла, она всем, и ей тоже бельчью шубу шила. У меня была очень хорошенькая бельчая шуба. Самая богатая. Поскольку маленькая Варя почти не видела маму, то в основном время она проводила с бабушкой. Этот период жизни запомнился Варваре Николаевне особенно хорошо. Именно тогда закладывались в голову ребенка самые главные ценности жизни.
Я с бабушкой все время на хутон выходила, и там она доила коров, и все делала сама. А я этого свет держала. Свечка? Нет, никакая свечка, палка. Палка Палка с огнем. Долго не могла, и это, ну, потушила, типа, да. И вот бабушка меня ругала. А где свет? И потом опять пришла и это сделала. И вот так с ней все время с ней. И вот один раз, вот такой случай я расскажу. Это военное время. Я, в общем, ну, утром-то вот светло же, у меня своей обязанности нет, просто хожу туда-сюда. Поэтому, где там кормят коров, как долбу. Вот, по этой я ходила. Маленькая была, а коровы-то меня уже все знают, поэтому не обращают внимания. И потом это далеко-далеко ходила, мне кажется, вот тот год. Пришла, там стоят это молоко в этих маленьких мисочках. О, где я такой крик подняла до бабушки. Бабушка, кто-то тут молоко забыл, типа, да. Бабушка прибежала ко мне. Моя маленькая, ты давай не говори. Это, оказывается, ты посмотри-ка через окно, там ходят мальчишки. Видишь? Спросила. Ну, 4-5 лет, наверное, да? И вот говорит, если ты уронишь это молоко или скажешь кому-то, что молоко вот бабушка дает мальчикам, да, тогда вообще меня в тюрьму посадят. А эти мальчики кушать не будут. Это их на целый день еда. А что за мальчики? Мальчики, ну, родителей нет, умерли, погибли некоторые. Отцов нету, они в войну уехали, а эти мамы-то некоторые с голоду, может, не знаю, в общем. Тогда молоко-то вот все сдавали же государству, и вот не должны тратить. Вот поэтому она вот такое не только бабушка спасла этих детей. Не только этих детей, и других детей. Вот такое время у нас детство было. Вообще я хочу сказать, что вот бабушка моя, да, бабушка Фёкла, она вот казалась такой суровой, молчаливой. Она никогда не ругала. Я вот сейчас очень хорошо понимаю, насколько она была добрая. То есть она ничего не говорила, но эта любовь, она вот была во всем. То есть я вообще, у меня абсолютно беззаботный ребенок, да, и еще тебя никто не ругает. Вот почему мы любили ездить туда на каникулы? Никто не ругал, никто не говорил, что надо делать, да. Ты там просто вот, и естественно, как бы, когда бабушка работает, уже хочется ей помогать. Ты же не можешь вот просто так там беззаботно себе вообще ничего не делать. И поэтому как-то и вот эта вот работа, она не была в тягость, потому что она была от души. Вот там что-то где-то поднести, там телят покормить, что-то еще там прибрать, да. Я делала это с удовольствием. И вот я помню, я просыпалась, и уже вот бабушка делала кёрчах, да, там уже запах оладьев, да, вообще это вот одни из самых счастливых, наверное, воспоминаний. Сейчас у нас мама делает кёрчах и оладьи, да, а тогда делала вот бабушка Фёкла, и вообще, то есть я сейчас просто с удовольствием ее вспоминаю. И еще хочу сказать вот тут про бабушку. Ее звали Прасковья. Мамина мама. Да, мамина мама. Вот я поражаюсь тому, что у них жизнь была нереально тяжелая. То есть настолько тяжелая, что просто нам, современным женщинам, и не снилось, да? Но при этом какие они были светлые. То есть вот бабушка Прасковья, она ни одного какого-то плохого слова не говорила. Она была сама доброта. Вот у меня такие прямо они светлые. Я понимаю, что женщина вот на самом деле в своем идеальном варианте должна быть, наверное, такая, как моя прабабушка. Добрая, светлая. Как мамы и бабушки играют значительную роль в жизни детей, так и учителя порой закладывают в умы важные и ценные вещи.
Иногда такие встречи могут быть судьбоносными. В 9-10 классе к нам приехал учитель, народный учитель Михаил Андреевич Алексеев, наверное, все знают, да? И вот он учил нас водить трактор, машину, и мотоциклы, и эти делать электричество. Ага, проводить электричество. Проводить электричество. В то время без десятях было, но некоторых нету, некоторых домах не было. И у нас как раз строился двухэтажная школа, и мы там поставили все эти электричества. И вот, когда кончили школу, сказали мне, вот в родном колхозе сказали, что у тебя мама одна, вот так что ты должна поехать учиться. Тогда приедешь, ну, уже помощницей будешь, типа, да. Но я думала и осталась в этом совхозе. Не поехала учиться. И вот у меня права были шофера и трактористки. И вот 3 года я работала. Зимой вот дизелистом работала, а летом пахали, сено косили, все, на тракторе работала. И вот на всю республику очень знатной была. Да, выходила в газетах. Ну, газета, фотографии. Так что я маме помогала очень здорово. И потом в школу, ну, учиться приехали и поступила в якутское отделение. Якутского университета. Университета. За 5 лет. За 5 лет каждое лето 4 года. 4 года я на тракторе работала. Как я приеду в свое село, да, председатель тогда колхоза, да, и потом совхоз, директор совхоза. О, Варвара пришла, давайте-ка. Стоит трактор. Стоит трактор. Что хочешь, на сенокос или куда? И вот так я работала. И тоже помогала маме. Еще одна судьбоносная встреча случилась у Варвары Николаевны с ее земляком из Горного района, народным поэтом Якутии Саввой Ивановичем Тарасовым, который, зная об ее производственных успехах и ответственных деловых качествах, помог устроиться на работу, ставшей впоследствии делом всей ее жизни. Принял на работу. И с тех пор вот В газетах. В газетах. 2 газеты. «Эдер Коммунист», «Комсомольская газета» и «Белембол», «Кескель», «Пионерская газета». Вот Детская. Детская. Всю жизнь работала. Мне кажется, я 3 раза объездила Якутию. С командировкой. Командировок очень много. А мы одни оставались с папой Они в это время. с папой оставались. Папина каша лучше, чем твоя, говорили вот эти. Потому что он сахар туда бухал. Ага. А мы этого не понимали, типа, ой, сладкая же, типа. А я-то не А хотела, она мало, чтобы- да, чтобы полезно. По норме. Поскольку мы с братом очень мало видели маму, когда она была дома, это было счастье. Вообще, это было огромное счастье. И у мамы были такие полные руки, и мы с 2 сторон лежали рядом с ней, и вот так вот, прямо вот так вот их щупали. И это было самое счастливое воспоминание моего детства. И прямо вот чуть ли не дрались, чтобы с ней спать. Допустим, папа у нас на лето уезжал в поле в экспедиции. Вот. И мы как бы оставались с мамой теперь уже, да. И она не уезжала в командировки, потому что они же не могли нас вдвоем покинуть. И мы лежали с 2 сторон и вот щипали ее за руки. Наверное, больше всего мы ее видели, когда уезжали в деревню на каникулы, она приезжала туда в отпуск. И это было счастье. С мамой куда угодно, и по ягоды, и на сенокос, да, и какие она рассказывала. Она вообще совершенно замечательная рассказчица по-якутски. Она прямо так рассказывает, что вот все вот так вот сидели, все родственники собирались за столом и слушали ее рассказы. Это совершенно потрясающе. Варвара Николаевна и сегодня хорошая, веселая рассказчица. Про рождение своего первенца, дочки Яны, она вспоминает с юмором и улыбкой. Вечером уже у меня схватки начались, а завтра должно быть продолжение какого-то кинофильма «Шепчу».
старику, мужу. Тогда молодой совсем. А кино? Вторая серия. Еще кино говорит. Как ребенок, да? Ага. А ребенки не думают, о кино говорят. Она как пуля вылетела. Да, торопилась, до сих пор торопилась. Ой, так торопилась она, и кино не дала смотреть. Если Яна так стремительно появилась на этот белый свет, видимо, пытаясь побыстрее совершать свои жизненные подвиги, то внук в каком-то смысле даже опередил ее. Но мой ребенок, наверное, он еще больший торопышка, да, потому что он буквально за 3 недели до назначенной даты он решил выйти. Это для меня было просто, наверное, самая неожиданная встреча. Я вообще ничего не подготовила. Когда вот я уже увидела его, да, в первый раз, в этот момент я подумала, что сейчас будет моя первая встреча, которую я ждала так долго, да, и я хочу ее запомнить. И вот этот вот момент, да, я подумала, что я хочу запомнить этот момент крика, я хочу запомнить, как он выглядел, я хочу быть полностью в этом, здесь и сейчас, в этом сознании, да, я как-то вот так вот настроилась, я вот очень отчетливо помню эту встречу, да, вот как он закричал, да, и я подумала, вот, все, сейчас мне его покажут, да, вот мне его показывают, он такой какой-то вообще немножко инопланетный, какой-то не отсюда. Еще мне дали его на руки и сказали, все, теперь он до 18 лет. И на руках, да. Первые внуки – это вот как первые дети, потому что первый ребенок – это как последняя кукла, да? А первый внук – это как первый ребенок. Просто я смотрю на него и удивляюсь тому, что вот такое маленькое существо – это человек, это уникальная личность. Для меня очень важно такое понятие, как этичность, да? Я бы хотела, чтобы он был этичным, то есть чтобы он соблюдал вот эти общечеловеческие законы. А если он их соблюдает, то Вселенная ему даст все по заслугам, как бы, какой он есть. Вот. И я всегда говорила о том, что счастье – это когда ты востребован и реализован. Вот. Я считаю, что когда тебе природа дала способности, нужно их реализовать, да? И тогда ты будешь счастлив. Некоторым людям свойственно думать, что счастье – это вот итог какой-то, результат. И вот ты прямо поймал это счастье и держишь его вот так вот прямо в кулачке своем, да? Но счастье иногда бывает в процессе. То есть счастье, по большому счету, это путь к цели через преодоление каких-то известных барьеров. С любыми трудностями, какими бы непреодолимыми они ни казались, всегда поможет справиться мама. Так было в случае с Яной, так было и в ситуации с Полей. Так будет и дальше, потому что для каждой мамы ее ребенок самый лучший, самый любимый и всегда маленький. Кыра, 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 маны, 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 сürür көтер тулуп жаным, кыра, кый, кыш жаным. Она у меня одна. Вот на самом деле, чем старше становишься, тем мама для тебя дороже и ценнее. Вот, и ты понимаешь, как много она значит в твоей жизни. Моя мама – это лучшая мама на свете. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари. За день до своего рождения ребенок спросил у Бога, зачем он идет в этот мир и что он там будет делать. На это Бог ответил, что он подарит ему ангела, который всегда будет рядом с ним и который все сможет ему объяснить.
Ребенок поинтересовался также и тем, на каком языке они будут разговаривать, ведь он переживал, что не сможет его понять. Бог ответил, что ангел будет учить его своему языку и охранять от всех бед. На вопрос ребенка об имени ангела Бог ответил, что у него много имен, но он будет его называть мамой. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.